Здравствуйте, я Пьер Кристиан Браше. Это программа о России, и я ее веду. Сегодня перенесемся на Северный Кавказ и будем говорить о культуре кумыков. У нас в студии Камиль Магомед Салихович Алиев. Он этнолог, этноисторик, кандидат философских наук. Камиль, добрый день. Добрый. Я так понимаю, что вы еще и говорите на кумыкском языке. Да, говорю, как же. Күн яхшы болсын, жолдоштар. Мен Дагыстандан, Махачкаладан бұл студияға келдім, Москваға келдім. Біздің халқыны, кумукланы хакында, тарихины хакында, культурасыны хакында хабар бермек үшін. Я приехал из Махачкалы, из Дагестана. Вот в этой студии нахожусь, чтобы рассказать об истории и культуре кумыков. Ага. Просто один маленький вопрос еще. Когда вы так говорите в Махачкале, кто вас еще понимает, кроме кумыков? Кроме кумыков понимают азербайджанцы, нагайцы, которые проживают в Дагестане, в частности в Махачкале, ну и старшее поколение всех дагестанцев. Ибо до революции, до 30-х годов языком межнационального общения в Дагестане был кумыкский. Не только в Дагестане, но и на всем Северном Кавказе. Он считался как бы лингво франкой Северного Кавказа. Понятно. Сегодня все сюжеты, которые мы посмотрим, как раз снимала наша съемочная группа летом в Махачкале и в Дагестане. Прекрасно. Посмотрим с удовольствием, с интересом. Дагестан многонациональная республика, и у каждого народа свой танец, свой язык танца. Но кумыкский танец, который мы стараемся показать миру, очень темпераментный. Кумыкские женщины не ходят назад, не двигаются. И мужчины никогда не становятся перед женщиной на колени в танце. Мужчина не имеет права подходить более метра, даже женщина не то что тронуть. Женщина не имеет права поднимать глаза в танце. Ну вот, говоришь, Кавказ, понимаешь сразу лезгинку. А вообще можно их отличить? Там лезгинка у кумыков, лезгинка у других народов Дагестана? Можно, ибо сам термин лезгинка, это русские дали, это общее русское название всех кавказских танцев. Каждый народ имеет свои танцы и свои названия. Танец, который мы сейчас просмотрели, это кумыкский парный танец. Это классика, можно сказать, кумыкского хореографического искусства, парный танец. И в отличие от танцев других народов, а Дагестан это многонациональная страна, она, если вот какое-то сравнение проводить между кумыкским танцем и танцами других народов Дагестана, то надо сказать, что кумыкский танец по рисунку, по пластике, по метроритмике, он все же ближе к кабардинскому, осетинскому, карачаево-балкарским танцам. Кумыкские танцы, начиная с конца 17 века, вызывал определенный интерес и внимание со стороны европейских путешественников. Впервые описаны они. И в 19 веке вот этот парный танец описан. И кроме того, у нас есть такой танец, название которого, схожим с этим парным танцем, называется «Сюйдюм таяк» по-кумыкски. Буквальный перевод с русского
палочка любви, волшебная палочка любви. В кумыкском танце, парном танце, партнеры, ну особенно мужчина, юноша, не может притронуться, коснуться партнера своего. Вот в частности, самый этот момент описал Фритьёф Нансен. Казалось бы, он не музыковед, а полярный исследователь. В 1925 году побывал у нас в Дагестане, побыл на одной из свадеб в Тарках и описал эту свадьбу. Вот этот момент он тоже обратил внимание. И находит сходство кумыкского танца с норвежским танцем по своей пластике, мелодике и рисунку. Хотя вот это он обращает внимание. Но здесь у кумыков не принято обниматься в ходе танца и касаться партнера. Вот такой момент есть. Интересно. Давайте посмотрим наш следующий сюжет. Долгое время я работал преподавателем по хореографии. Появилась в голове идея, может собрать, сделать какой-то коллектив, зная о том, что это село, где я живу, народ вообще танцующий. Они любят танцевать. У кумыков в каждом селении есть поющие селения, танцующие селения. Мне пришла идея, собрал коллектив. Был конкурс республиканский, выставил, выиграл, заметили, пригласили. Дальше были приглашения. И вот это последние 15 лет, которые я работаю с этим коллективом, ансамбль «Сарякум». Мои дети успели объездить 15 государств и 68 выездов по России. В Кремле мои дети уже 3 раза выступали. Они выступали перед королевой Испании. Вот мы были, Мэри и Матье, Франции. Это в радость. Дети увидели мир. Они уже начинают себя чувствовать артистом. Ну вот это опять типично кумыкская музыка и танец? И опять-таки это кумыкский танец, но схожий с танцами и чеченцев, и кабардинцев, ну, северных наших соседей. Здесь более смешение, да, Да, в этом случае? Да. Ну, давайте подробно тогда. Сколько вообще существует разных хореографий и разных танцев у кумыков? Вот. Есть такая там регистр? У нас есть специальные исследования. Есть, ну, в качестве коллективного танца я могу сказать, величайный танец халалай. Халалай называется. Это при встрече невесты. Женщины и мужчины встречают эту процессию с невестой. И вот и танцами, и песнями встречают. Это вот коллективный танец. Там участвуют и женщины, и мужчины. А так у кумыков не принято было, чтобы несколько пар танцевало во время пирушки или какой-то свадьбы. По очереди, отдельно каждая пара танцевала. Это тоже этот момент. Другой, вот для вас и вообще для наших телезрителей будет интересно отметить такой момент. Вот есть такой термин «похоронные танцы», да? Вот, например, у разных народов. Кстати, вот похоронные танцы и у нас сохранялись до последнего времени. Ну, скажем, еще в первой половине 20 века они сохранялись. Ну, с участием коня, когда кто-то погибал из близких. Ну, в этом похоронном танце участвовали женщины, ну, плакальщица, как дирижер, и мужчины тоже. И конь. Коню отрезали хвост и отпускали в поле. И это может быть и какая-то форма и жертвоприношения была. Корни вот этого обряда похоронного танца, он существовал и у гуннов
кавказских гуннов. Мы, вот, например, кумыки считаем себя их прямыми наследниками и потомками кавказских гуннов. Поэтому, и естественно, что у нас этот танец похоронный сохранился вот до 20 века. Что давайте посмотрим наш следующий сюжет. Мы живем у подножия этой горы Сарыкум. И мы, когда искали, как назваться себя, первый коллектив, первый состав коллектива был такой вопрос поставлен. Такой емкий, короткий название, чтобы нам не приходилось объяснять. Кому-то из детей моих пришло в голову: давайте, говорит, назовем Сарыкум. Мы, говорит, тут же живем, это гора, говорит, и все сразу будут узнавать, с какого мы поселка. И действительно, идея была хорошая, и с тех пор этот ансамбль так и называется — Сарыкум. Тут есть маленький секрет того, что вот этот коллектив держится у меня до сих пор. И чтобы попасть очень тяжело. Единственное, что, наверное, я понял в жизни, что прежде чем сделать с него танцора, я стараюсь подружиться с ним. Мне нужно, чтобы он меня полюбил как друга, как человека, как учителя какого-то, с уважением. И вот он действительно остается со мной и выкладывается, и то, что мне необходимо, результаты, они выкладываются и делают то, что я прошу. Знакомые пейзажи. Да? А что это за Сарыкум? Сарыкум – это уникальный бархан на Кумыкской равнине. Вызвал огромный интерес как бы ученых, так и вообще всех путешественников. Вот в 1858 году в Дагестане побывали два француза. Это я говорю. Да. Знаешь, что два француза. Александр Дюма и его друг Жан-Пьер Муане. Да. Есть такой. Вот когда прибыли в Кумтаркала, Александр Дюма обратил на это внимание и описал этот бархан. Ну, «Песчаная гора», есть специальная глава в его книге «Кавказское путешествие». Ну вот я чувствую, что вот танец – это что-то просто в крови у кумиков. А когда вообще танцевали и когда танцуют сейчас? Естественно, свадьба, да? Танец, той называется. Вот там танцевали дома или пирушки наших аристократии, во дворе, но не на площадях. Во время, так говоря современным языком, тусовок молодежи, по окончании каких-то мероприятий в поле могло это происходить, танцы. Потому что и труд, и танец – это тоже где-то взаимосвязано, да? Перед боем, вот я не зря этот инструмент взял, он называется агачкумус. Ну, расскажите, что это за инструмент? Агачкумус, к сожалению, я играть на нем не могу, не умею. Это один из древнейших музыкальных инструментов. Историческим родителем этого инструмента считается. Но у всех тюркских народов есть понятие, термин этот кобуз. Кобуз, кумуз. По-кумыски комуз называется он. И считается, что ее прародителем была, скифская арфа, найденная в V веке до нашей эры в Пазарыкском кургане на Алтае. Этот инструмент есть и у горных алтайцев, у узбеков есть, у венгров есть кобоз, у украинцев кабза. Ну, хотя формы и разные, каждый народ вносит свои какие-то изменения, улучшения в этот музыкальный инструмент. Вот у кумыков он сохранился именно вот в такой форме. А зачем вот эти дырочки, которые там в это для звучания. боке, для звучания это делается, чтобы хорошо звучал струны. Но в основном играет здесь в последнее время созданы коллективы. Это искусство игры на кумузе тоже у нас, к сожалению, приходило в упадок. И последние лет 20-30 назад создаются, особенно в наших районах, населенных пунктах, коллективы из молодежи, в том числе из девчат. Есть женские ансамбли кумузисток в районах. И здесь тоже есть партитуры, есть там специальные песни, которые описаны специально еще в 20-е годы. Композитор был такой
у нас Готфрид Гасанов, он впервые переложил, на ноты перевел эту мелодию. Давайте посмотрим наш следующий сюжет. Внимание, Ума! Начали! И поворот. Основан театр еще в 30-е и 35-е годы. В 26-х годах этот театр находился в Темирхан-Шуре. В общем-то, это не был театр, это был драматический кружок. Совнарком в лице Тахагоди своим указом в 1935 году перевел этот драматический кружок в профессиональный государственный кумыкский театр. И вот с 1935 года этот театр существует, начал свою деятельность в тогдашнем Темирхан-Шуре, столице Дагестана. Конечно, у истоков этого театра стояли наши корифеи. На сегодняшний день их почти никого не осталось. Это Бариат Мурадова, народная артистка Советского Союза, Алим Курумов, народный артист РСФСР, Таджутдин Гаджиев, народный артист РСФСР. В общем, целая плеяда актеров, корифеев, которые стояли у истоков. И сегодня театр гордится тем, что вот спектакли, которые были в те годы, 40-е годы поставлены, эти спектакли до сих пор, они идут у нас в репертуаре, понимаете? Мы их храним как реликвию. Пошли. Если иметь предысторию кумыкского театра, то надо это начинать не в 30-м году, а где-то, минимум в 1910 году, когда в административном центре Дагестанской области в составе Российской империи были созданы первые драматические кружки и поставлены первые спектакли на кумыкском языке. Драматургия была, правда, азербайджанская, но мы же родственные народы. Что касается отцов кумыкского театра, создателей, уже после образования Дагестанской республики в 20 году основателем кумыкского театра можно назвать Темирбулата Бибулатова. Он и поэт, и писатель, а так он был офицером царской службы, в Дагестанском конном полку служил, и композитором был. Говорят, талантливый человек, талантлив во всем. Так вот, этот Темирбулат Бибулатов и был поэтом, и композитором, и драматургом, кстати, написал пьесу, посвященную Шамилю Хаджимураду, взяв за основу роман Льва Толстого «Хаджимурад». Вот это он первый. И долгие годы фактически создал кумыкский театр как профессиональный. Это Гамид Алиевич Рустамов, народный артист Российской Федерации, по тем временам. Он лет 40, наверное, был главным режиссером этого кумыкского театра. И большинство успехов кумыкского театра, он старейший на Северном Кавказе, большинство успехов можно связать с его именем. Гамида Рустамова. А почему? Есть какие-то корни до 10-го года? Что-то есть связано с языком, с культурой? Каким образом? Почему вдруг театр является у кумыков такой важный элемент культуры? Мы же понимаем, что театр – это все-таки зеркало общества. И почему? Я так понимаю, что у других народов Северного Кавказа не сильно потребовано. Потребность в создании театра возникает у народа когда народ достигает определенного духовно-культурного уровня развития своего. Да. Когда создан литературный язык, сформировалась светская интеллигенция. К концу 19-го, началу 20 века такая интеллигенция, кумыкская, тюркская интеллигенция, она сформировалась в Дагестане. Поэтому неудивительно, что именно кумыки стали флагманами создания театров. Но это не значит, что в кумыкском театре актрисами или актерами были только представители кумыков. Тут были и представители грузин, аварцев, почти всех других народов Дагестана. И это все 10-го года, это просто такой момент. Это значит, до этого в фольклоре, я хочу сказать, в фольклоре, конечно, элементы театра присутствовали в свадьбах кумыкских.
Там же и участие ряженых, ну, у нас их называют домбаи. Ну и с другой стороны, вы спрашиваете, почему именно 10-й год, почему начало 20 века. Кумыки и ранее обращались, скажем, в Кавказскую военную администрацию, чтобы им разрешили издавать газету, например. Потребность газеты тоже одновременно возникает, вот насколько я знаю, с потребностью вот создания театра. Давайте посмотрим еще один сюжет и еще о театре. Чем живет сегодня театр? Мы работаем нашими местными драматургами. Помимо того, что переводные пьесы зарубежные наших соседних республик. Но вот сегодня поставились такие злободневные темы, как «Расплата» от чеченского драматурга Мусаева. Это пьеса о наркомании. Сегодня поставлен спектакль «Мост через болото». Это местного нашего драматурга Аджиева, режиссер Ислам Казиев. Это о нашем новом руководителе, главе нашей республики Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович. Есть пьесы, комедии наших переводных соседних, кабардино-балкарская, есть пьеса чеченская, есть пьеса таджикская, узбекская. Поэтому репертуар богатый. Кумыкский зритель, кумыкский народ любит театр, ходит в театр. У нас не бывает, чтобы премьера была безаншлаговая. Обязательно премьеры все проходят при аншлагах. Народ наш кумыкский любит. Очень часто бывает, что зритель стоит в кассу, в очереди, купить билет на спектакль. Ну вот, живой театр до сих пор. Так и есть, да? Живой кумыкский театр. А на каком языке этот театр существует? Ну, в основном на кумыкском языке спектакль ставится на сцене кумыкского театра. Ну, иногда и на русском, на двух языках. А сегодня есть там авторы, которые пишут пьесы на кумыкском языке? Это проблемный вопрос, вообще-то. Вот если национальной драматургии нет, то и театра не может быть. Национального театра, да? Такая взаимосвязь. Почему кумыкский театр встал на ноги, да, вот за этот период своего развития? Потому что были драматурги местные, свои, которые писали для кумыкского театра. Ну вот тоже Амир Курбанов, один из первых кумыкских драматургов, пьеса которого «Молла Насреддин» или «Хаджа Насреддин», это является классиком. Чуть ли не каждый год на сцене кумыкского театра этот спектакль ставится. Алим-Паша Салаватов был такой писатель и драматург наш, написал в 30-е годы еще пьесу «Айгазы», ну, это национальный герой наш, посвященный ему, фольклорный герой, правда, не такой исторический. И этот спектакль тоже с 30-х годов по сей день идет, ставится на сценах кумыкского театра. А сегодня? А сегодня можно по пальцам посчитать драматургов, которые пишут на кумыкском языке. Но среди них я могу назвать молодых, ну, относительно, сравнительно молодых, Атава Атаева. Несколько пьес его поставлены на сцене кумыкского театра. Багаудин Аджиев. Ну, прошлые годы, истекшие годы был Бамат Атаев. Его спектакли ставили мы на исторические темы. А вот последние годы, что отрадно отметить, кумыкский театр ежегодно участвует на международном фестивале в городе Конье. И каждый раз привозят оттуда призы, достойные его таланта, возможностей этого театра. Но проблема с драматургами существует, проблема с кадрами. Вот в этом году набирали в Московском театральном училище имени Щукина, набирали специальную кумыкскую группу в этот театр. Уже лет 20-30 не набиралось. Вообще все артисты кумыкского театра – это выпускники этого театрального училища имени Щукина или же грузинского, тбилисского театрального училища. Верите ли вы, что через 100 лет культура кумыков будет? Ага. Кратко. Очень интересный вопрос. Верю. Ну, во-первых, кумыкский язык – это тюркский язык. Это его преимущество. Например, я без всякого преувеличения говорю, достаточно владеть кумыкским языком, вот, например, как я владею сегодня, да, мое поколение владеет, чтобы понимать и говорить еще с 20 тюркскими народами. И культура тогда да, и культура, соответственно, потому что
языковая культура сохранится и культура. Спасибо. Спасибо большое. Сегодня мы побывали там, в Дагестане, где живут кумыки. И Камиль нам рассказывал, как интеллигенция, язык продолжается жить через театр. И мы понимаем, что если есть театр, если есть язык, продолжается и жить культура. Я еще много буду вам рассказывать и о других народах России. Арвар, скоро увидимся.